Гость нашей студии сегодня — человек, который стал известен нам и нашим зрителям своими репортажами из оккупационных судов над крымскими татарами. Своими точными, а главное правдивыми словами он заслужил доверие безосновательно обвиняемых, их близких и всего крымско-татарского народа. О его погружении в тему можно судить по его же признанию в том, что он стал понемногу привыкать к ощущению, что в Крыму друзей у него больше заключений, чем на свободе. Наш гость Антон Наумлюк, журналист российской службы «Радио Свобода» и газеты российской «Новой газеты». Доброе утро, Антон. Доброе утро. Вы 3,5 года систематически освещаете то, что происходит в Крыму, при том, что тема, как российский журналист, при том, что тема политических репрессий в российских СМИ, ну, скажем так, не очень популярна. Что побудило вас взяться за эту тему? Сейчас уже и российских СМИ, в общем-то, которые и освещают эту тему, и с которыми вообще можно работать, становится все меньше и меньше. Когда-то я приехал в Крым после работы в Чечне на судебном процессе по делу Карпюка и Клыха, украинцев, которых обвиняли в участии в чеченской войне на стороне против федеральных сил, на стороне чеченских сил. И для меня, который начинал работу с украинской вообще темой, в большом контексте, с Донбасса, суды стали продолжением описания военных действий. То есть я сначала работал на Донбассе немного, а потом переключился на судебные процессы над украинскими политзаключенными. Прежде всего дело Сенцова, потом началось большое дело Савченко, потом Карпюк и Клых и некоторые другие. А потом стало понятно, что весь фокус репрессий переместился в Крым, и, в общем, к нему нужно сейчас на него надо обратить пристальное внимание. Я поехал туда, чтобы освещать несколько процессов. Это первая была цель. И вторая, для того, чтобы сделать заключенных крымских татар личностями в глазах читателей. Мне казалось, и, в общем, наверное, так и было, что 1,5 десятка крымских татар, которые на тот момент были задержаны, это обычное число в глазах читателей. Они не очень понимают, кто эти люди, почему их схватили, почему их преследуют. И я для себя ставил задачу сделать их узнаваемыми, чтобы это были не просто число, а чтобы это за каждым из них стояла какая-то судьба, семья, там какие-то дети, которых читатели и зрители знали, кто они, чем они занимаются, эти люди, чтобы не оставались вот какой-то обычной строчкой в новостях о том, что задержали там очередных крымских татар. А какое было первое дело? 26 февраля, нет? Самое, наверное, первое, с чем я вообще начал работать, это с делом 26 февраля и Ахтема Чайгоза. Тогда как раз дело разделили, ну, то есть там, чуть попозже, когда оно пришло в суд, его разделили на две части. И одно из первых интервью, которых я делал, вообще материалов, это с родителями Ахтема Чайгоза. Тогда была еще жива его мама. И как раз тогда в разговоре с Зейтулла Чайгозом у нас появился отцом Ахтема Чайгоза, у нас появился термин «гибридная депортация». Он рассказывал о депортации. Мы как-то пытались это анализировать, что происходит сейчас, и в итоге пришли к выводу, что да, не сажают в вагоны, не вывозят там в Сибирь, не вывозят куда-нибудь в Узбекистан, но при этом создают такие условия, невозможные для проживания в Крыму, для тех, кто сохраняет свое достоинство, сохраняет возможность как-то выражать свои мысли, свои чувства и эмоции публично. Но вот всего этого сейчас невозможно делать настолько, что это приводит к оттоку, а тогда это были еще года, когда крымские татары выезжали из Крыма и целыми семьями. И вот такой термин у нас в разговоре возник, как гибридная депортация. Сейчас он уже так, в общем, почти устоялся.